Как долго может продлиться война на Ближнем Востоке? Возможно ли ее закончить путем переговоров? Спросим у нашего гостя Азер Аллахверанов, депутат парламента Азербайджана. К нам подключается. Азер Муалим, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Как долго, по-вашему, будут продолжаться вот такие взаимные удары Израиля и Ирана? Дело в том, что, как говорят официальные представители Израиля, есть несколько целей, которые сейчас преследуются посредством вот этих самых ударов точечных. Эти цели еще до конца не достигнуты. Это раз. С другой стороны, у Ирана тоже мы слышим различного рода заявления касательно того, что готовятся ответные удары и так далее. И в принципе, когда военные действия могут приостановиться, только при условии, если, скажем, Иран заявит о том, что, скажем, приостанавливает вот эту ядерную программу. А так как те заявления, которые сегодня мы слышим из уст официальных лиц Ирана, в том числе и из уст президента Ирана, это говорит о том, что пока Иран не задумывается о том, чтобы как минимум заявить о том, что они приостанавливают ядерную программу. То есть все эти заявления, которые сегодня высказываются, они так или иначе не способствуют тому, чтобы вот эта горячая база всего происходящего, она как бы приостановилась. Тем не менее, на мой взгляд, тут, да, безусловно, есть огромный потенциал, который может быть использован с обеих сторон, и вот этот потенциал еще, по сути, не использован. Это говорит о том, что то, что сегодня происходит, это только, скажем, начальная фаза, или, скажем, начальный этап первой фазы, так называемой. Но надеемся на то, что в скором времени, конечно же, все-таки горячие умы придут к такому мнению, чтобы, как минимум, есть очень важный такой известный термин, я сейчас попытался вспомнить его, do not harm на английском, то есть не навреди. Вот то, что сегодня происходит, и не только в заявлениях представителей обоих стран, но также различных политических лидеров, относящихся и к, партнерам Израиля, и к стратегическим партнерам Ирана. Так или иначе, все, что сегодня высказывается, это не служит тому, чтобы эти боевые действия в скором времени приостановились бы. Как минимум, в вашем репортаже прошла информация касательно того, что премьер-министр Израиля сказал о том, что когда, по сути, есть конкретные цели, а эти цели еще не достигнуты. То есть он говорит о том, что цели есть. А вот то, что мы анализируем, имеющиеся на столе, те факты, которые мы получаем от различных источников, это говорит о том, что эти цели, по сути, которые определены израильской стороной, они не достигнуты. То же самое можно сказать и про Иран. Это говорит о том, что пока боевые действия, к великому сожалению, конечно же, будут протекать, и очень возможно, что есть несколько очень важных таких бункерных сооружений, где как раз-таки эти, атомные инфраструктура для обогащения урана располагается. То есть Израиль как минимум, скорее всего, пытается достичь этих самых точек, которые находятся под землей, и тем самым заставить Иран, чтобы как минимум Иран отказался от своей ядерной программы. Но опять-таки тут все зависит от того, как мировое сообщество воспримет все происходящее, а мировое сообщество иногда, по большей части, я скажу, исходит из своих каких-то меркантильных интересов, с учетом того, что сегодня резко поднимается цена на нефть, Ормузский пролив закрывается, это приводит к тому, что происходят определенные колебания на фондовых биржах, рост цен на нефть, безусловно, где-то на руку, скажем, тем странам, которые непосредственно занимаются экспортом, нефти,
Но это не на руку, скажем, тем странам, которые являются импортером. И вот в данном случае есть очень много стран, например, и среди ближайшего круга Ирана, и среди ближайшего круга Израиля, которые, по сути, претерпевают большой ущерб от всего происходящего. Даже отчасти можно сказать, что те эксперты, которые говорят о том, что цена нефти может зашкаливать за $100 и так далее, и выше, то это приведет не то что к коллапсу, это приведет к такому большому такому экономическому кризису во многих странах, в том числе и в странах, скажем, Европейского Союза. Китай получит определенный удар от всего происходящего и так далее. Вот я думаю, что вот мировое сообщество, именно вот как бы анализирующее вот весь ход событий, происходящих между Израилем и Ираном, на самом деле пытаются сегодня, скорее всего, определить как минимум тот ущерб, который они смогут получить. И только после этого, скорее всего, они будут предпринимать какие-либо серьезные шаги. Сегодня мы серьезных вот этих шагов со стороны мирового сообщества, по сути, как бы направлено на то, чтобы как бы вот, как минимум эти действия, ну пусть даже ракетного обстрела и так далее, они прекратились бы. Но сегодня вот этих шагов мы не видим. Но тем не менее, есть определенные, скажем, круги, которые уже пытаются как минимум спрогнозировать ситуацию, именно при условии того, что эти военные действия они будут продолжаться. А военные действия будут продолжаться до тех пор, пока, скажем, цели, определенные Израилем, не будут достигнуты, и будут продолжаться до тех пор, пока в Иране не будет заявлено о том, что приостанавливается, скажем, ядерная программа. Вот есть две очень важные, как говорится, значит, полюса, которые сегодня ни в коем случае не стыкуются и находятся на различных плоскостях. У Ирана своя позиция, свои взгляды на все происходящее, у Израиля своя позиция, но так или иначе, я думаю, что все-таки с учетом того, что градус напряженности сегодня достаточно высок, и сейчас даже определенные, скажем, центры власти или же центры принятия политических решений обсуждают также тот сценарий, при котором, скажем, могут разворачиваться какие-то сухопутные действия, то вот разворачивание сухопутных действий это приведет к большому гуманитарному кризису во всем регионе. И это не только Иран, это в том числе и все, что вокруг Ирана имеет место, так или иначе тесно взаимосвязано. Это и Персидский залив, это и Афганистан, это и, скажем... вот что касается Азербайджана, кстати, Азербайджан тут выбрал очень важную позицию, такую, скажем, открыв гуманитарный коридор, создав все необходимые условия для того, чтобы происходили бы эвакуация населения и так далее. Это еще раз подчеркивает то, что Азербайджан действительно является островком стабильности во всем вот этом глобальном мире, где происходят большие тектонические изменения. И мы, естественно, Азербайджан по максимуму пытается как бы обезопасить свою систему безопасности, не только даже свою, я бы сказал, но даже систему безопасности всего Южного Кавказа, что очень отрадно, что очень радует, но, к великому сожалению, все, что происходит у нас, у соседей, естественно, я думаю, что прогрессивную часть мирового сообщества, естественно, не радует, более того, волнует, и все за конструктивный диалог, все за то, чтобы угроза мирному процессу, который имеет на Ближневосточном регионе в целом, она как бы спала на нет, и как минимум здравые умы пришли к такому вот согласию, чтобы вести диалог за столом переговоров. Да, конечно же, большой войны никто не хочет. Да. Спасибо вам большое. Азер Аллахверанов, депутат парламента Азербайджана, к нам подключался.